День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Субсидия на строительство противопаводковых сооружений на реке Вилюй и дополнительное финансирование в размере более миллиарда рублей на борьбу с пожарами. Глава региона принял участие в заседании Совета при полпреде Дальневосточного федерального округа. Вопрос берегоукрепительных работ стоял давно. И благодаря усилиям главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева этот вопрос сдвинулся с мертвой точки и получил поддержку на федеральном уровне. 30 октября начались нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября. Как жить будем в предстоящую нерабочую неделю? Вирус еще распространяется, поэтому какие-то меры нужно принимать, с одной стороны. Это правильно, потому что не все носят маски, не все социальную дистанцию соблюдают. До сентября 2025 года в республике предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это самый большой показатель в стране. И вот когда мы приехали, нам предоставили документы на эту квартиру, мы в эту квартиру заехали, когда не то что заехали, приехали посмотреть, мы были очень удивлены. На алданских трассах лыжно-биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва завершается учебно-тренировочный период. В катку в Южной Якутии проходят сборные России по лыжным гонкам и биатлону. Конечно, присутствие сборной команды России по лыжам и биатлону – это огромный плюс и для сборной команды Саха-Якутии, и для остальных спортсменов других регионов, потому что это бесценно. Показы фильма «Тыгын Дархан» стартуют в начале ноября в 150 российских кинотеатрах. Ну а в следующем году картина выйдет в международный прокат. Расскажем о московской премьере фильма. Ты весь внутри этого действия. То есть ты следишь за судьбой героя, ты следишь за всеми даже малюсенькими событиями. Мы должны возродить именно национальную премьеру в Центральном доме кинематографистов. Обо всем этом мы не только смотрите в ближайший час. В Якутии с рабочим визитом находится руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Сразу по прибытии в Якутск он осмотрел филиал аэронавигации Северо-Восточной Сибири Федерального предприятия госкорпорации по организации воздушного движения. Он ознакомился с работой регионального центра единой системы организации воздушного движения, а также посетил районные и аэродромные диспетчерские центры. Все подробности в материале Ульяны Шагиной. Представители Росавиации оценили новые возможности центра. В первую очередь, это его оснащение современной автоматизированной системой, позволяющей диспетчерам в лучших условиях управлять авиатранспортом в воздушном пространстве. Тут мы обслуживаем воздушные суда, в основном, которые пролетают через нашу республику с запада на восток, либо наоборот. Основной состав около 13 человек. Но сейчас у нас в основном все сектора объединены и работает 7 человек. Работа очень ответственная, да. И надо постоянно вести контроль воздушных судов. Диспетчерский состав здесь молодой, в основном ребята до 30 лет. Они проходят и постоянную тренировку ко всяким внештатным ситуациям, от гололеда до отказа двигателя. В полете может случиться все, что угодно, и диспетчер должен быть к ним готов. Здесь они отрабатывают упражнения от начала запуска до взлета и от начала посадки до заруливания на стоянке всех типов воздушных судов, которые летают и вылетают на аэродроме Якутск. Есть стандартный случай, вылет, прилет, есть случаи, которые аварийно можно создать. И диспетчера на этих упражнениях отрабатывают свои навыки. Филиал перекрывает площадь более 4 миллионов квадратных километров, имеет большую сеть воздушных трасс и маршрутов обслуживания воздушного движения, в том числе обслуживает международные линии. Новый укрупненный якутский центр был открыт в декабре прошлого года. За это время диспетчера освоили навыки работы на новых автоматизированных системах, которые помимо своего удобства повышают безопасность полетов. Система у нас абсолютно новая. Весь диспетчерский персонал допущен к работе на этой новой системе. Систему мы доработали для своих требований. Эксплуатационная бригада отработала замечательно. В течение года отработали с производителем оборудования. Центр работает с использованием английского языка, так как он обслуживает международные воздушные линии и аэродром в том числе.
Якутский филиал стал предпоследним в масштабной программе Росавиации, где с 2008 года подобные центры создаются по всей стране. Завершающим этапом этой программы станет строительство в конце года еще одного подобного центра в Санкт-Петербурге, отметил руководитель Росавиации. Масштабная программа создания и оснащения укрупненных центров управления воздушным движением, которая позволяет создать такой купол, условный купол устойчивого управления и обслуживания воздушного движения над всей территорией Российской Федерации и за ее пределами, там, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Российскую Федерацию. Создание укрупненного центра в Якутии – это было правильное решение. Сейчас все показывает об эффективности работы. Между тем, для развития авиаперевозок, как межрегиональных, так и перелетов внутри республики, нужно начать субсидировать эти перевозки. Эти вопросы сегодня во второй половине дня обсудили на совещании у главы региона Айсена Николаева. В частности, вопросы коснулись новых маршрутов и направлений в авиаперевозках, в том числе перевозках между различными пунктами на территории страны, минуя Москву. Такая задача, отметил глава Росавиации, поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Развитие авиаперевозок с целью обеспечения доступности для различных категорий граждан, для всех категорий граждан, что предусмотрено, в общем, приложениями к постановлению правительства Российской Федерации. Оно у нас называется 215-е постановление правительства. Вот это самая главная тема. Для того, чтобы нам развивать эти перевозки, нам нужны воздушные суда. Поговорили о проблемах поддержание летной годности того авиационного парка, который находится сейчас на эксплуатации в авиакомпаниях, полярные авиалинии, Якутия. Вот. Ну и, конечно же, вторая главная тема, что нужно для развития авиаперевозок, это, конечно, сеть аэропортов. Сегодня из 32 аэропортов, находящихся на территории Якутии, 16 подлежит модернизации в рамках федерального проекта развития магистральной инфраструктуры. Реконструкция сегодня ведется в 13 аэропортах. Ульяна Шагина, Чулус Иннокентьев, день за днем. Ну а в Нерюнгри уже ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу и успешно завершили первый этап реконструкции аэропорта. На торжественном мероприятии побывала Ирина Кичигина. Благодаря поддержке Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» в республике реализуются мероприятия комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в рамках которого в аэропорту Нерюнгри с 2020 года ведутся строительно-монтажные работы. Огромную роль в проведении реконструкции аэропорта сыграла команда профессионалов, которую подобрала подрядная организация «Стройдорсервис». Достаточно сложно найти добросовестных подрядчиков для работы в условиях Крайнего Севера. Но что можно сказать об этом подрядчике? Это очень ответственный, добросовестный подрядчик, профессиональный подрядчик. Не жалел своих средств для того, чтобы приобрести новую современную технику для укладки бетона. Отличный коллектив и огромная ответственность. Вот побольше было бы у нас таких строителей, мы бы тогда все строительные объекты сдавали точно в срок и даже с опережением. Сегодня Айсен Николаев вместе с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» Александром Нерадько прибыл в Нерюнгри, где завершился первый этап реконструкции аэропорта. Глава республики осмотрел взлетно-посадочную полосу и объекты реконструкции вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. Затем состоялось официальное открытие взлетно-посадочной полосы. В этом году, благодаря, на самом деле, слаженной работе огромного коллектива, удалось ввести в строй взлетно-посадочную полосу Нерюнгри. И мы выполнили свое обещание. С 1 ноября нерюнгринцы смогут отсюда улетать и в центральные районы, и в Якутск. Это огромное, на самом деле, достижение. Указанные мероприятия направлены на стабильное и безопасное функционирование системы воздушного транспорта, безопасности полетов, авиационной и транспортной безопасности, повышение доступности и качества авиаперевозок. А в следующем году в Нерюнгри будет готов аэровокзальный комплекс, и нерюнгринцы в полной мере смогут оценить все достоинства международных стандартов. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри.
Глава республики Айсен Николаев встретился на этой неделе с якутянами, депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации. Глава республики обсудил с земляками важнейшие направления совместной работы. Он отметил, что впервые в Госдуму избраны 5 депутатов якутян, которые представляют различные политические партии, но готовы совместно работать ради общей цели – повышения благополучия и качества жизни людей в Якутии и на Дальнем Востоке в целом. Айсен Николаев также подчеркнул, что макроэкономические показатели республики улучшаются. По темпам роста Якутия в числе регионов-лидеров. Среди первоочередных задач глава выделил продвижение инициатив республики, связанных с поддержкой семей с детьми, с продолжением модернизации первичного звена здравоохранения и увеличением объемов оказания медицинской помощи с применением санавиации. Мы обсуждали те или иные вопросы, проблемы, которые связаны с взаимоотношениями с федеральным центром, по межбюджетным отношениям. И депутаты Государственной Думы нового созыва, и сенаторы Совета Федерации с Александром Константиновичем, мы понимаем свою роль и свое место, и те проблемы, которые мы должны решать или ставить перед федеральными органами власти. В преддверии нашего праздника, который мы будем отвечать в следующем году, столетия образования республики, нам предстоит огромная работа. Это в первую очередь привести в порядок то, что у нас в настоящий момент есть, улучшить наши взаимоотношения, улучшить взаимоотношения с федеральным центром, улучшить взаимоотношения с нашими соседями. Конечно, каждый из нас является членом определенного комитета в Государственной Думе. Но, однако, я думаю, что, помогая друг другу по решению вопросов того или иного направления, это будет только большая эффективность работы депутатов наших от Якутии в Государственной Думе. Мне, в частности, поставлена задача за эти будущие 5 лет это вносить программу федеральную строительства автомобильного или какого моста пока неизвестно, но через реку Алдан под Хандыгой. Поэтому, конечно, тема интересная, вообще строительство мостов наших, да, по республике Саха-Якутия, но если вот так сейчас присмотреться, под Верхневилюйском, например, да, это уже на 22-м году уже в федеральной программе уже стоит мост, да, начало строительства, поэтому это, конечно, очень отрадно для нас. Те аэродромы, аэропорты, это на территории республики Саха-Якутия, особенно Арктика, конечно, желают оставлять лучшего, и их надо вносить на федеральную программу, чтобы они в порядке очередности начали реконструкции наших аэродромов. Также глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Москву принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На повестке дня сразу несколько вопросов. Первый касается прохождения вакцинации в округе. Был рассмотрен и вопрос запуска проекта «1000 дворов». Его задача – обеспечить комфортную среду для жизни. Эксперты обсудили и социальное развитие городов и сел Дальнего Востока. На строительство и реконструкцию социально значимых объектов за 5 лет должны потратить почти 102 миллиарда рублей. В том числе 12,9 миллиардов в 2021 году. Должно быть введено в эксплуатацию к концу года 593 социально значимых объекта. Фактически сегодня построено 512, еще 81 будет завершен до конца текущего года. Это школы, детские сады, больницы, дороги, учреждения культуры и спорта, объекты инженерной инфраструктуры. Айсен Николаев, комментируя итоги прошедшего совета при полпреде Дальневосточного федерального округа, рассказал, что в следующем году республика получит федеральную субсидию на строительство противопаводковых сооружений на реке Вилюй у села Верхневилюйск. Глава Якутии выразил благодарность Министерству природных ресурсов и экологии за поддержку и полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу за одобрение проекта. Общая сумма строительства берегоукрепительных сооружений в Верхневилюйске составит почти 800 миллионов рублей. Реки имеют обыкновение менять свое русло, и река Вилюй не стала исключением. Вот уже более 40 лет идет обрушение берега реки у села Верхневилюйск.
Вопрос берегоукрепительных работ стоял давно, и благодаря усилиям главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева этот вопрос сдвинулся с мертвой точки и получил поддержку на федеральном уровне. Здесь можно ярко увидеть, что осталась совсем маленькая кромка реки до жилых построек, административных зданий, до коммуникаций и до улицы Октябрьская. И благодаря работам по берегоукреплению надеемся, что берег перестанет обрушаться и дома будут сохранены. Также было принято решение увеличить финансирование на охрану лесов от пожаров в Якутии почти на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Как отметил глава республики Айсен Николаев, 309 миллионов рублей предназначены на тушение лесов, 640 миллионов рублей на авиапатрулирование. Отметим, что лето этого года, в частности в Горном Улусе, выдалось особенно сложным. Всего в районе было зарегистрировано 62 лесных пожара за все лето. На днях принято решение об увеличении финансирования, увеличении штатной численности специализированных лесопожарных формирований. Мы надеемся, что следующий год и последующие годы будут в отношении лесных пожаров намного проще и лучше, благодаря поддержке федерального правительства и президента Российской Федерации. Но сейчас мы прервемся буквально на минуту и после небольшой рекламы обязательно продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем программу. Более 2 тонн мяса свинины утилизируют в Якутске. В продукции нашли вирус африканской чумы. Груз привезли из Саратовской области. По прибытию в Нижний Бестях его изъяли. Специалисты Россельхознадзора провели отбор 4 проб и направили в Иркутскую межобластную лабораторию. Контейнеры с мясом опечатаны. На прилавки такой товар не поступил. По итогам анализа принято решение уничтожить почти 3 тонны зараженного африканской чумой мяса свинины. Возбудитель африканской чумы свиней является болезнью домашних свиней и кабанов. И данный видовой барьер не представляет угрозы распространения по другим видам животных. Поэтому сейчас хотелось отметить, что данный возбудитель вируса погибает при температуре 60 градусов в течение 10 минут. Поэтому хотел бы обратиться к нашим жителям республики, что не стоит беспокоиться насчет распространения африканской чумы свиней. И хотелось бы передать, что не надо верить информации, которая размещается в социальных сетях, и верить только достоверным данным. Ну а что касается эпидобстановки в республике и принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом, то в Якутии стартует вакцинация от ковида иностранных граждан, которые не имеют страхового полиса обязательного медицинского страхования. Цена однокомпонентной прививки «Спутник Лайт», например, в республиканской клинической больнице номер 3 составит 1200 рублей. В больнице вакцинация стартует с 1 ноября. Иностранный гражданин должен заранее зарегистрироваться на портале госуслуг, предъявить заграничный паспорт и СНИЛС, а также оплатить стоимость вакцины. Также возможно заключение договоров с юридическими лицами, которые выступают в роли работодателей. Между тем, 30 октября начались нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Согласно документу, под ограничения попадают некоторые торговые, спортивные, образовательные объекты. Ну а вот проблем с приобретением товаров первой необходимости, продуктов и лекарств не возникнет. Подробнее о том, как жить будем в предстоящую нерабочую неделю, расскажет Мадина Халикова. Куда можно, а куда нельзя? Где потребуют QR-код? Неужели опять полный локдаун? Этими вопросами сейчас задаются тысячи жителей. Объявленная президентом нерабочая неделя с сохранением заработной платы начнется уже с 30 октября до 7 ноября. И пока у нас есть время подготовиться к ограничениям, давайте разберемся, кого они коснутся. Глава республики подписал указ о нерабочих днях. И так, чтобы зайти в кафе, ресторан, нужно предъявить QR-код о вакцинации, справку о медотводе или перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад. А вот доставка без ограничений. Знают ли об этом якутяне, мы спросили на улице. Запрета на
все развлекательные заведения, не знаю, там. Ночью, да? Ночью на развлекательные всякие меры. Вирус еще распространяется, поэтому какие-то меры нужно принимать, с одной стороны. Это правильно, потому что не все носят маски, не все социальную дистанцию соблюдают. В любом случае, следующая неделя особо и не рабочая была, там 3 рабочих дня фактически. Так что ничего и не меняется особо. Согласно указу, я так понял, будет обеспечиваться функционирование в любом случае всех госорганов. Магазины вроде работать продолжать будут согласно указу, так что они... Ничего серьезного, по-моему, не будет меняться. Так. Ну, я так понимаю, что большинство предприятий будет работать с QR-кодом, а те предприятия, которые закрываются совсем, это фитнес-залы, массового скопления людей, места. Попасть в медорганизации, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, можно без ограничений. Также деятельность продолжают гостиницы, хостелы, промышленные предприятия, организации непрерывного и жизнеобеспечивающего производства. Работа остальных приостанавливается на определенный указом срок. Объектов общепита, которые работают на фудкортах, они могут работать, опять же, на доставку. Но торговые центры, соответственно, должны не допускать посадки граждан на объектах питания. По магазинам, осуществляющим торговлю товарами первой необходимости, это непродовольственные магазины, в которых есть определенный перечень в соответствии с указом. Это 25 наименований товаров первой необходимости. Здесь необходимо понимать, что в данных магазинах от общего ассортиментного перечня должно быть наличие не менее 20% товаров, которые указаны. Придорожные кафе на федеральных трассах работают без ограничений, в том числе по времени. А вот фитнес-центры и спортзалы в период с 30 октября по 7 ноября закрывают. Что касается культурной программы, посетить театр, посмотреть кино, сходить на выставку можно, но только по предоставлению сертификата вакцинации. Жители к этому нововведению привыкли, так как систему QR-кодов ввели в учреждениях культуры уже с 20 октября. У многих зрителей уже есть и QR-коды, и получившие вакцину. Но люди вообще как отнеслись? Люди к этому отнеслись спокойно, потому что понимают, что это все делают для людей. Детям же необходимо прийти в сопровождении взрослого, у которого есть QR-код. То, что мы ввели эти коды, QR-коды, послужило основанием для того, чтобы в 30-го, когда будет, скажем, массовое закрытие многих торговых точек и прочих, культурные заведения будут работать. Да, для нас это большая ответственность. Мы будем соблюдать и масочный режим, и все рекомендации, которые делает Роспотребнадзор нашей республики. Строго будем соблюдать, чтобы ходили только вакцинированные граждане по этим QR-кодам. И оно зато даст возможность нам общаться, даст возможность жителям нашей республики прикоснуться к красоте. На каникулы уходят школы и секции, но тем не менее в детских садах заработают дежурные группы. Кроме того, режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, не прошедшие полный курс вакцинации. А работодатели впредь должны предоставить сотрудникам 2 выходных оплачиваемых дня на вакцинацию. В соответствии с указом вводятся новые ограничительные мероприятия. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. Несмотря на сбалансированность указа, где учитывают интересы и людей, и бизнеса, граждан все же призывают воспользоваться нерабочими днями как возможностью остаться дома, максимально ограничить контакты. Это позволит остановить распространение болезни, сохранить свое здоровье и снять нагрузку с медработников в период пандемии. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутия. День за днем. И, кстати говоря, в Якутске проходят ночи ревакцинаций. Любой житель Якутска может получить вакцину от COVID-19 без записи и прикрепления, сообщили в Мининновации Республики. Акция «Ночь ревакцинации» проходит 30 и 31 октября с 18 до 23 часов в здании Государственного цирка по адресу улица Пояркова, 22, главный вход. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Тем временем в Якутии до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это самый большой показатель в стране. В масштабную программу переселения в рамках национального проекта «Жилье и комфортная городская среда» включены 3619 домов, где проживают более 60 тысяч человек. В этой теме разбирался Евгений Тайтонов. Дом на болоте. Именно так прозвали двухэтажную деревяшку на Билибино сами жильцы. Построенное в 1984 году здание уже через 10 лет потеряло былой вид. В середине 90-х дом поплыл. Трещины, протекающие крыши, скосившийся пол. С каждым годом проблем становилось все больше. В 2014 году дом признали аварийным. Переселить всех граждан планировали к концу 2021 года. Подъезд, конечно, вообще в ужасном состоянии. Мать 4 детей Анна Васильева прожила в этом доме 37 лет. Ее квартиру на первом этаже зимой насквозь продувало. Вдобавок к этому постоянная сырость и плесень на полу. Все это очень сильно повлияло на здоровье детей. Ну, квартиру я в данный момент сейчас не могу показать. Ее забили гвоздями, потому что, видимо, летом или когда дверь сломали и заходили люди. Может, подростки тут собирались. И тут управляющая компания уже дверь забили. Ну вот у меня планировка такая же, как вот моих бывших соседей, только в зеркальном отражении получается. А состояние квартиры здесь даже намного лучше, чем у меня. У нас полы провалились, стены вот начали все лопаться, потолок. И ну, канализации у нас вообще не было. Как говорится, наш дом ходил грубо под себя. Вот, канализации вообще не было. И дома было очень холодно зимой. Ну, в зимнее время, конечно, было очень холодно. У меня дети очень часто болели. Мы жили на первом этаже. Мы зимой в тапочках не ходили. Мы всегда ходили в валенках, в унтах, ну вот в теплой обуви. Десятилетия в невыносимых условиях. Все эти страдания закончились весной этого года. Новое жилье по программе переселения Анна получила даже раньше запланированного срока. Полгода назад взамен обветшалого жилья она получила 4-комнатную квартиру на вторичном рынке. И вот когда мы приехали, и нам предоставили документы на эту квартиру, мы в эту квартиру заехали, когда не то что заехали, приехали посмотреть, мы были очень удивлены. Квартира очень большая, светлая, 4-комнатная квартира, квадратура больше. Вот, там даже на 12 квадратных метров мы квартиру больше получили. Вот. Квартира светлая, теплая, самое главное. У каждых моих деток своя комната. Ускорить процесс переселения Анны из аварийного жилья помогло опережающее финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вместе с Анной такую возможность в этом году получат еще 5000 жителей столицы. В программу включены дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 год. Благодаря опережающему финансированию началась уже работа над реализацией этапа 2022 года. И благодаря этому люди уже начинают получать новое жилье и выплату компенсации. Один этап программы переселения у нас длится 2 года. То есть в этом году у нас параллельно реализуется уже 3 этапа программы переселения. В следующем году планируем уже подать заявку в фонд о начале реализации этапа 2023 года, также опережающими темпами. С учетом обязательств республики по опережающему расселению аварийного жилья в этом году планируется обеспечить новым жильем порядка 18 тысяч граждан, что в 1,5 раза выше ранее планируемых показателей. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Между тем, еще одна хорошая новость для тех, кто нуждается в жилье, пусть хоть и временном. Стартовал прием документов на участие в республиканской программе, которая предусматривает аренду жилья по льготной стоимости отдельным категориям граждан. О том, кто имеет право на льготную аренду и на каких условиях, узнавала Марферина Алексеева. Претендовать на аренду жилья по льготной стоимости имеют право граждане из числа инвалидов первой группы или жители, в составе которых имеются дети-инвалиды или имеющие тяжелые заболевания. Единственное условие – не иметь недвижимость в Якутске. Пенсионерка Лилия Галиевна со своим сыном вынуждена жить в столице. После травмы позвоночника ее сын стал неподвижным. Пришлось переехать из Момского района в Якутск, так как только живя в столице можно обеспечить необходимый уход и лечение. А до этого я жила на квартире с сыном. Это, считай, надо нести и инвалидную кровать, инвалидную эту. Не больно кому охота же с такими связываться. Вообще не лежал у него только голова шевелилась. Сейчас мы вот уже
второй год эти вот массажи делаем, физкультуру на дом, конечно, вызываем. И вот мы уже сидим. Вот сейчас уже, я говорю, писала заявление, чтобы нам разрешили поставить шведскую стенку. Нам сказали, разрешат. И разница в цене между стоимостью льготной аренды и ценой на рынке довольно ощутимая. По программе арендатор должен платить 14 тысяч рублей плюс за пользование водой и электроэнергией по показателям счетчика. Всего в фонде 45 квартир по улицам Каландрашвили и Богдана Чижика. Квадратура разная от 35 квадратных метров и больше. На сегодняшний день принимают документы на аренду 3 квартир. Список документов стандартный: паспорта, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, если есть ребенок, да, и справка о доходах. Также справка о инвалидности тоже требуется. Все квартиры в отличном состоянии, хороший ремонт, оснащены мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Расположение домов в районе с развитой инфраструктурой упрощает жизнь маломобильных граждан. Заявление рассматривается и утверждается на протяжении 2 недель. Договор между арендодателем и арендатором заключается на 1 год. В случае необходимости его можно продлить. У нас отбор идет по конкурсу, и он идет по мере высвобождения квартир. Документы полностью принимаются в дистанционном формате, электронно, через портал государственных услуг Е-Якутия, и участник мероприятия обязательно должен иметь учетную запись. Данная программа очень актуальна и имеет большой спрос. За первый день сбора документов заявления подали уже 16 претендентов. Прием заявок продлится до 30 ноября. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Сейчас мы вновь прервемся и после небольшой рекламы обязательно продолжим. Мы продолжаем программу. Глава Якутии Айсен Николаев провел на этой неделе совещание, посвященное дальнейшему развитию научно-образовательного центра мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития». Напомним, центр «Север» был создан в конце 2019 года по инициативе 5 регионов – Якутии, Сахалина, Камчатки, Магаданской области и Чукотки. В августе этого года он стал победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня и вошел в число 15 российских центров, которые могут претендовать на гранты из федерального бюджета. Работа центра «Север» нацелена на поиск решений мирового уровня в области новой энергетики, устойчивого развития, высокотехнологичной экономики, поведения живых организмов на севере, глобальных изменений климата, в том числе защите лесов от пожаров и их восстановлению. НОЦ должен давать конкретные результаты, которые помогут нам улучшить жизнь людей в наших регионах. Мы ради этого создаем НОЦ, ради этого привлекаем туда индустриальных партнеров, ведущие федеральные научные учреждения. НОЦ «Север», коллеги, это не бумажный какой-то тигр должен быть, так, это должен быть абсолютно действующий, реальный научно-промышленный такой конгломерат, который реально будет уже генерить результаты, которые позволят и нашей науке развиваться, и промышленности, и в конечном итоге, еще раз говорю, будут улучшать жизнь людей. Тем временем одна из старейших школ Якутска в этом году отмечает свой 80-летний юбилей. О том, как среднее общеобразовательное заведение номер 8 превратилось в городскую классическую гимназию и как идет подготовка к масштабному празднику, выясняла Надежда Саханская. История городской классической гимназии Якутска уходит своими корнями в далекие 40-е. Состав учителей по своему образовательному цензу и педагогическому стажу вполне соответствовал своему назначению. Да и по сей день преподаватели бывшей 8-й школы держат высокую планку. Городская классическая гимназия – это преемница 8-й школы. А средняя школа номер 8, она всегда славилась тем фундаментом, базовым знаний, которые дают учителя. Здесь работали самые знаменитые учителя нашей республики, которые и сейчас на слуху. Кашевая Алла Ивановна, Шамсудинова Зоя Константиновна, Югова Нелли Николаевна и многие другие. Выпускники сейчас говорят о том, что та база, которую они получили во время обучения в 8-й школе, она дала им крылья. Имя каждого учителя внесено в летопись школы с золотыми буквами, причем навсегда, потому что каждый из них сделал свой особенный вклад в развитие гимназии.
Учитель с 30-летним стажем Анна Неустроева начинала свою работу в городской гимназии несколько необычно. Она работала в университете, но волею судьбы стала преподавателем географии и ни разу не пожалела о своем выборе. Вообще я с детства очень любила детей. И, наверное, по призванию даже я была бы учитель начальных классов. Потому что я детей очень люблю. Больше, наверное, была бы. И не поменяла бы, да. С ходом времени меняется многое, но только не ученики, которые все так же ведут активную общественную деятельность и в рамках подготовки к юбилею родной школы запустили акцию «80 добрых дел». Во время акции все классы нашей гимназии приняли участие и сделали доброе дело. Например, 9 Б собрал большое количество вещей в детский дом, 3 В сходил в кошачий приют и подарил корм, а 3 А подарил нашей школе растения, украсил. Другие классы тоже сделали очень много хороших дел и поддержали нашу акцию. Педагоги всячески поддерживают своих учеников и растут вместе со своими подопечными. За годы своего существования школа выпустила несколько тысяч выпускников, многие из которых и далее продолжают добиваться успеха и делать этот мир лучше. Вообще стать учителем всегда было моей мечтой детства, можно сказать. И когда я поступала в городскую классическую гимназию в 5 классе, после первого же дня экзамена, приехав домой, меня спросили, понравилась ли мне школа, на что я уверенно очень ответила, что я хочу учиться в этой школе. И когда я оканчивала гимназию в конце 11 класса, я также абсолютно была уверена в том, что я хочу работать в этой школе. Школа номер 8 поддерживает связь со своими выпускниками и не стоит на месте. Каждый учебный год для школьников здесь появляется что-то новое. И, конечно, главная награда для учителя – это когда ученики превосходят своих наставников. Все они создают ту неповторимую атмосферу постоянного поиска и стремления к знаниям. Другая особенность нашей школы – это то, что в школу возвращаются наши выпускники. Вот и выходит, что через тернии к звездам ученики и учителя школы с многолетней историей, может быть, и в некоторой мере неосознанно, однако двигают этот мир, начиная со школьной скамьи. И все, как пелось в старой доброй песне. Ах, чего только не было с нами. Первый шаг, первый класс, первый вальс. Городская классическая гимназия отмечает свой 80-летний юбилей, и таким образом биография этой школы продолжается. Надежда Саханская, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Ну а на алданских трассах лыжно-биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва завершается учебно-тренировочный период. В катку в Южной Якутии проходят лыжники Якутии и Дальнего Востока, а также члены сборных России по лыжным гонкам и биатлону. Кандидатуры нескольких спортсменов будут представлены на отбор в участие в зимних Олимпийских играх, которые стартуют в Пекине 4 февраля следующего года. Продолжение темы в нашем сюжете. За 99 дней до начала Олимпийских игр в Пекине на алданских трассах прошла контрольная тренировка, явившаяся своеобразным подведением итогов октябрьских сборов. На старт вышли спортсмены Якутии и Дальнего Востока. В контрольном забеге также приняли участие члены сборных России по лыжным гонкам и биатлону. Условия здесь хорошие, питание хорошее, проживание хорошее. Поэтому, можно сказать, идеальные условия для периода вкатывания нашего раннего снега. Тем более для биатлонистов, которые тут стрельбище вот шикарное наше. Первыми на лыжню вышли женщины. Соперниц было 6. Их дистанция составила 5 километров. В мужском забеге силами померились более 40 спортсменов. Сборная страны тренируется национальная команда, которая готовится к Олимпийским играм. Ну а наша команда, моя команда готовится на первенство России, отборочные соревнования. Мы в этом году будем отбираться на первенство мира и Олимпийский юношеский фестиваль. Климатические условия Южной Якутии спортсмены находят оптимальными. Правда, в этом году погода немного подвела, подготовив лыжникам не очень приятные сюрпризы в виде плюсовых температур и отсутствия снега. Режим тренировок пришлось корректировать. Впрочем, вскоре процесс вошел в нормальную колею. На моей памяти я родился в Якутии, в Ленске. В Алдане я уже больше 30 лет. И такой погоды я не припомню. То есть чередуется мороз, дождь, оттепели и так далее. В целом, усилия всех работников, скажем, центра нашего тренерского коллектива, трасса в очень
в хорошем состоянии, в рабочем. То есть кидали лопатами снег, трасса, ну я скажу, даже идеально. Вкатывание – важный этап подготовки спортсменов к сезону. В этот период наращивается база выносливости. Не менее ценен, по словам лыжников, обмен опытом с членами других сборных, знакомство с ранее неиспользуемыми элементами техники. Да, конечно, присутствие сборной команды России по лыжам и биатлону – это огромный плюс и для сборной команды Саха-Якутии, и для остальных спортсменов других регионов, потому что это бесценный опыт. Развитие спорта и здоровый образ жизни являются одними из приоритетных направлений в республике. Алданский лыжно-биатлонный комплекс известен не только в Якутии и в России. Ранее в катку здесь проходили сборные зарубежья. Спортсмены чувствуют себя в центре как дома. Центр отлично принимает, всегда центр хорошо принимает. На это жаловаться тут грешно, как говорится. Я еще раз подчеркиваю, для нас что? Условия для работы есть хорошие, проживание хорошее и питание. После прохождения сборов в Алдане спортсмены отправятся защищать честь лыжного спорта на новых рубежах. Из без малого 200 спортсменов, завершающих тренировки, 9 человек будут претендовать на то, чтобы представить Россию на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Конечно, хочется рассказать и о тех, без кого не бывает ярких побед и высоких наград. 30 октября в России отмечается День тренера. Хоть праздник и не обладает официальным статусом, его ежегодно отмечают по всей стране, во всех спортивных организациях, учреждениях и федерациях различных видов спорта. Тему продолжит Власий Сергеев. День тренера в России отмечается с конца 90-х годов. Этот праздник посвящен людям, чей труд остается за кадром трансляции без внимания глаз болельщиков. А ведь именно от их работы напрямую зависит физическое и психологическое состояние спортсменов как на любительском, так и на профессиональном уровнях. Тренерами становятся по призванию. И они сегодня во всех направлениях работают, и в спорте высших достижений. Но мы прекрасно знаем, что все начинается с детского спорта. Сегодня есть у нас тренеры активной физической культуры, массового спорта. Есть тренеры фитнеса. Есть много направлений сегодня. Поэтому профессия такая востребованная, нужная, необходимая. В общей сложности на территории республики тренерскую деятельность ведет 1281 специалист по 45 видам спорта. Как известно, работа тренера требует наравне с подопечными быть полностью вовлеченным в процесс и быть готовым к жертвам. Не жалеть время, постоянно работать, постоянно искать. Во время сборов, например, со сборной команды России, это где-то 1,5 месяца отдали семьи, от своих детей. В системе взаимоотношений не все зависит от тренера. Спортсмен должен уважать своего наставника, считаться с его мнением и подходом к делу. Для достижения комфортной среды тренеру необходимо завоевать авторитет, особенно если речь идет о детском спорте. Внимательно слушаться, если что-то непонятно, спрашивать. Лично у меня взаимоотношения с тренерами хорошие. Мне мои тренера дали опыт, поделились со мной разными моментами из игры. Победы и успехи приходят за счет большого количества времени, проведенного на тренировках. В ходе постоянного общения тренер становится практически родным человеком и серьезно влияет на становление и формирование личности, принимает непосредственное участие в воспитании юного спортсмена. Я думаю, что тренером стать это на самом деле это призвание человека должно быть, потому что только вот любовь к своему делу, любовь к детям, оно дает вот эти способности стать настоящим не только спортсменом, который передает какой-то свой опыт, да, но и настоящим человеком с большой буквы, который может развить в ребенке не только какие-то спортивные достижения, но и позволяет ему стать в жизни хорошим человеком. Ярким примером плодотворной работы тренера со спортсменом является история заслуженного мастера спорта России Василия Егорова. Флагман якутского бокса пришел к Артуру Пахомову в 2009 году, будучи учеником 9 класса. Именно благодаря чуткому руководству и мудрым наставлениям прославленного тренера Егоров в итоге покорит пьедесталы российских и международных турниров. С Артуром Евгеньевичем работал очень долгое время, и он мне заменял на сборах, на соревнованиях. Тренер отца, дедушку.
всю свою карьеру спортсмен находится рядом с тренером, уезжает на сборы, на соревнования. Быть хорошим тренером – это не просто так. Я считаю, что это должно быть от природы, от Бога. Одни тренеры могут работать со спортсменами мирового уровня, а другие в любительском или же детском спорте. Но их всех будет объединять одно – желание совершенствоваться на пути к успехам вместе со своими подопечными. Ведь победы спортсмена – гордость тренера. Власий Сергеев, Джулустан Иннокентьев, Артем Алексеев, Якутск. Мы продолжим программу после небольшой паузы. Не переключайтесь. Продолжаем программу. В Ленском районе очень много талантливых детей. Это музыканты и танцоры, художники и спортсмены. А вот детей с особым талантом нужно еще поискать. Героинь нашего сюжета, он действительно особый. Влада Шелихова – молодой кутюрье. Она в свои 16 лет шьет лучше, чем многие швеи со стажем. Но вот Екатерина Гавриш безукоризненно играет на хомусе, освоив игру на этом инструменте полностью сама. О творчестве девочек смотрите наш следующий сюжет. Всерьез заниматься кройкой и шитьем, совмещая это направление еще и с вязанием, Влада начала с 7 класса. Именно тогда учитель технологии разглядел в девочке талант к 2 вышеперечисленным направлениям. Я еще тогда ее заметила в начальном звене, ну а дальше мы уже стали с ней работать. И у нее пошли хорошо работы творческие, быстро освоила вязание. И первый-то проект у нас был жгутики. Сегодня Влада – участница республиканского и российских конкурсов. У молодой швеи не одна авторская коллекция. Первой появилась коллекция сумок, затем повседневной одежды, после чего дождевиков, которые девушка представила в очень интересном стиле. Эти работы были признаны лучшими в республике. В прошлом году она перешла уже в старшее звено, стала призером, победила с коллекцией. И в этом году она продолжает свою коллекцию одежды, применяя жгутики. Ну, постараемся придумать еще что-то новенькое. Мы сначала для девочки только сделали. Задумка у нас сделать и на мальчика комплект, чтобы получилась коллекция. Идеи для своих новых коллекций Влада черпает во всем. В людях, их настроении, в природе, во всем том, на что упадет ее взгляд. Идеи, они возникают из ниоткуда, это вдохновение. Можно просто, идя по улице, обратить на что-то внимание, на тот же цветок, дерево и этим вдохновиться. Данная коллекция, вот эта курточка и также в комплекте были сумки, они были вдохновлены дождем. Надо сказать, что девушка шьет профессионально. Нам она продемонстрировала несколько спортивных костюмов, которые невозможно отличить от изделий известных брендов. Влада – одна из лучших учениц 3D-студии, гордость руководителя, и на нее у педагога большие планы. Сегодня совместно они готовят новую коллекцию для республиканского конкурса, в котором намерены снова победить. Екатерина Гавриш – еще одна очень талантливая девочка. Она ученица 2-й городской школы. Отличница, танцует якутские танцы, играет на хомусе и очень красиво рисует. С 1 класса мне очень сильно нравилось рисовать. Я решила тогда записаться на кружок. И с первого раза работы были сначала не совсем такие профессиональные, как сейчас. И сейчас я уже могу сказать, что добилась больших успехов. Больше все-таки нравится рисование. Если у меня остается свободное время, то я сижу и посвящаю ему время. С ранних лет девочка проявляла интерес к танцам. С 3 начала ими плотно заниматься. Благодаря своей пластичности в этом направлении сразу стала лучшей. Сегодня она солистка ансамбля якутского танца «Крыку». Катя выступала во многих танцевальных конкурсах, одерживала победу, в «Минуте славы» выступала. Когда она стала больше ходить на танцы, со временем она уже стала одерживать в танцевальных конкурсах победу, такие как лауреат. Ее стали награждать. Она очень ответственная, очень исполнительная. И она даже несколько раз выступала в Москве на сцене, танцевала якутяночку и танцевала другие якутские танцы. Все больше приобщаясь к культуре якутов, Катя решила освоить игру на хомусе. Нашла уроки на YouTube и начала самостоятельно учиться. Сегодня девочка в совершенстве владеет этим музыкальным инструментом.
В копилке Кати более сотни грамот, благодарности, несколько медалей самых высоких уровней. На этом девочка не планирует останавливаться. Сегодня ее работы снова на республиканском уровне, и она надеется на очередной успех. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В преддверии Дня якутского радио в Якутске на этой неделе открыли сквер имени Александра Ильича Борисова, государственного деятеля, выдающегося связиста, заслуженного работника связи Якутии, мастера связи Российской Федерации. Александр Борисов всегда шел в ногу со временем, был разносторонней личностью, поэтому подход к концепции сквера выбран необычный и современный. Портрет Александра Ильича выполнен методом перфорации, который при приближении превращается в арт-объект, напоминающий перфокарты первых ЭВМ, с которых и начинались цифровые технологии. Далее все это плавно переходит в фотопанно, напечатанное новыми технологиями, как свидетельство тех прогрессивных идей и решений, в которых участвовал Александр Ильич. Не случайный выбор места сквера. Сквер у колледжа связи, как напоминание будущим связистам о выдающемся человеке, сделавшем прорыв в развитии отрасли связи и заложившем фундамент для дальнейшего продвижения цифровых технологий в республике. Мы хотели что-то сделать необычное, не просто там бюст, памятник или что-то такое. Хотелось бы все-таки, этот человек был опережающий свое время, и он бы хотел, наверное, чтобы не просто его в бронзе отлили, а немножко мы подошли с креативом, и нам очень помогли создатели, то есть это Марина Рожина. Она предложила вот такую идею, всем понравилось абсолютно. Нас такая небольшая группа была, всей нашей группе сразу понравилось, и мы все единогласно согласовали. В следующем году в рамках празднования столетия со дня образования ЯССР в Якутск с гастролями приедет Александринский театр. Делегация старейшего национального театра страны побывала на этой неделе в столице региона для ознакомления. Как отметил художественный руководитель Санкт-Петербургского драмтеатра Валерий Фокин, приезд Александринки в Якутск с одним или двумя спектаклями – это мало. Поэтому они приедут с таким форматом, как Дни Александринского театра. Также в рамках этих дней в столице республики состоится Конгресс национальных театров России. Приедем мы во второй половине июня, то есть где-то после 20-х чисел июня. Значит, когда у вас тоже тут есть и праздники, и всякие ваши, так сказать, торжества по этому поводу. Мы определились, что мы будем работать вот в этом театре, значит, в котором мы сейчас находимся и говорим. И, кроме этого, у нас есть спектакль один, который для нас очень такой важный, под названием «Сегодня 2016», который мы хотим показать на открытом пространстве. Тем временем всероссийская премьера якутского фильма «Тыгын Дархан», созданного по мотивам одноименного романа Василия Яковлева-Долана, состоялась в Москве. Показ прошел в Центральном доме кино. Самый масштабный фильм в истории якутского кинематографа собрал максимальное количество зрителей. Как московская публика восприняла фильм «Тыгын Дархан» и какое будущее ждет киноленту, узнаем у Айсены Бурнашовой. Память – это достоинство человека. И я хочу, чтобы в нашей России память была всегда жива. Этой премьеры москвичи ждали с нетерпением. Фильм «Эпос», фильм «История» рассказывает о событиях 16-17 веков, когда разоренные племена пытается объединить предводитель Тыгын Дархан. Минуя столетия, сквозь большой экран они дошли до наших дней. Москва ликует. Очень рада, что сегодня посмотрю этот фильм. Я слышала, что это очень грандиозная съемка. Там вообще очень много людей захвачено. Более 10 тысяч актеров, массовых сцен, пейзажей 14 якутских сел. Масштабные съемки охватили 4 времени года. Батальные сцены, невероятные конные трюки. Чего стоят декорации и костюмы актеров? Их воссоздали, основываясь на археологических раскопках 17 века. Все это не осталось незамеченным. Фильм вызвал большой интерес, прежде всего исторический. Мы вообще страну свою очень мало себе представляем, особенно в дописьменный период. И та реконструкция, которая проведена режиссером, кинокартины, художниками, она, конечно, заслуживает огромного внимания. Ты весь внутри этого действия.
То есть ты следишь за судьбой героя, ты следишь за всеми даже малюсенькими событиями. Мы должны возродить именно национальную премьеру в Центральном доме кинематографистов. Сегодня это уже, я считаю, именно старт дан для премьер национальных именно. И таких масштабных, как «Тыгын-Дархан». Аутентичность фильма, историю якутского народа готовы показать и иностранному зрителю. Уже в следующем году фильм «Тыгын-Дархан» выйдет в международный прокат. Этнический фильм очень редкостный. Тем более, если есть этническая война, которая поднимает клан и тот район, это очень эффективно. И я думаю, что этот фильм пройдет на разных стран мира, как Китай, США, Великобритания, Канада, Южная Корея. У фильма большое будущее, ведь он о самом важном. Кинолента, как и одноименный роман, повествует о духе свободы через единство народа. Создатели фильма максимально передали атмосферу того времени. Зрители лейтмотив уловили. Для нас это огромное удовольствие, тем более для людей, которые живут в Москве. Это просто огромная радость посмотреть на свои родные земли, на родные края. Это очень удобно и хорошо, что фильм «Тыгын-Дархан» показали в Москве. И я была бы очень рада еще раз посмотреть его, потому что мне очень понравилось. Следующие показы якутского Тыгына-Дархана состоятся уже после нерабочих дней. Киноленту уже ждут в 150 кинотеатрах России от Южно-Сахалинска до Петербурга, а также в странах СНГ. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя. Помните, что единственный способ остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация. Но и не забывайте о тех ограничениях, которые действуют у нас в республике с 30 октября по 7 ноября. До встречи в эфире.